Еженедельное совещание в правительстве Махмуда Али Калиматова, открываясь с трагических событий в Дагестане и в Севастополе. В соседней республике в воскресенье 22 июня группа вооруженных людей напала на полицейских, а затем обстреляла синагогу и православные храмы. Посты ДПС в двух дагестанских городах – в Дербенте и Махачкале. По последним данным, в результате нападения погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в Севастополе. В результате ракетного обстрела погибли 4 человека, в том числе 140 ранены. Глава республики, собравшиеся в зале, почтили память погибших минутой молчания. Махмуд Али Калиматов жестко осудил теракт в Дагестане, отметив, что погибли и пострадали ни в чем не повинные люди. Взяли церковь, налетели. Даже не хочу говорить, настолько бесчеловечно убили священника, подожгли синагогу. И люди, им бы жить да жить, пользу приносить обществу, своей семье. А у них в голове совершенно другое. Они же понимают, государство, аппарат принуждения, есть понятие такое юридическое юриспруденции. То есть органы силовые, МВД, ФСБ, прокуратура, все эти органы, они все равно будут работать. Сегодня я хотел бы выразить искреннее соболезнование народу, жителям Севастополя. Искренне хочу своему другу, коллеге Меликову выразить свои соболезнования. Народу Дагестана соболезную всем погибшим, их родственникам. В Ингушетии в связи с событиями в Дагестане усилены меры безопасности. Махмуд Али Калиматов отметил, что наш народ не понаслышке знает, что такое теракт и потеря близких. Глава республики вспомнил нападение на республику, когда в День памяти и скорби для всей страны в республике произошли серии терактов в отношении сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении. Махмуд Али Калиматов отмечает, что сегодня есть все условия для того, чтобы жить и развиваться. У нас около 100 мечетей. А нет, буквально вот 30-35 лет назад вообще было запрещено. Но если сегодня государство, сам президент Российской Федерации с уважением относится к традициям народов, мало того, религиозным традициям, и говорит, пожалуйста, в Москве вон самую большую мечеть построили, везде строят. Далее Махмуд Али Калиматов перешел непосредственно к вопросам повестки еженедельного совещания. Глава республики недавно посетил Малгобекский район, в частности, отдаленные сельские поселения. Махмуд Али Калиматов поднял вопрос о создании элементарных условий проживания для жителей района Бековичи, города Малгобек. В оползневой зоне многие дома разрушены, но здесь продолжают жить люди. Махмуд Али Калиматов поручил собравшимся уделить вопросу развития этой территории большое внимание, рассмотреть возможность вхождения Бековичи в Малгобекский район. Каждый из вас ездит туда, Хажевцевич, Мушбахмах, чтобы оправдать там оползневую, там бульдозер ковшами рушили стены. Люди живут. 23 учителя с автобуса Малгобека возят. Кто это сделал? Слушай, пусть отвечают. Пусть отвечают по закону. Там вот эти поселения, которые, они были отдельными там поселениями. Село там что-то. А когда оползевую зону, то Возисел теперь к городу Малгобек относится. А Бекович тоже к городу Малгобек относится. Вы понимаете, что это такое? Городу, до этого села
Поэтому, значит, надо разработать, Лиза Руслановна, значит, я просил и глав районов, городов, и Минсельхоз, возьмите, мы передадим это сельское поселение, вон Малгобекский район, надо передать, сидит, надо передать, там есть прекрасные эти поля, там еще что-то, там можно выращивать скот, там, косить можно, а так это городская черта. Потом, есть же программа развития сельского поселения. Там можно было применить вот этот закон, да? Можно же было, да, Александр? Вот. А он город, развитие городской среды. Конечно, он будет парк или там тротуар свой делать. А бег или там село какое-то, кто он будет делать там его? Поэтому надо, не откладывая, нормативный акт принять, чтобы эти сельские поселения, которые брошены, брошены, все брошены. Если у него будет, вон, в районе он, Малгобекском, то он может развитие сельского поселения. Надо срочно нормативный акт, если нужно, через парламент, его, и потом уже на основании этого нормативного акта, значит, будем уже, в программу он может войти, а так он не может. Далее Махмуд Али Калиматов затронул ход проведения в Ингушетии конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство и фестиваль цветов. Глава Ингушетии поручил провести информационную работу среди населения и помочь жителям правильно оформить документы. Такие конкурсы – прекрасная возможность развивать сад и огород, а также получить финансовую поддержку. Мы помогали людям, чтобы они зашли в свой подсобный участок, но я считаю, что человеку надо помочь, потому что с 90-х годов сказали, корову не надо, вон молоко, вон копейки стоит, да, там, картошку не надо, это не надо, это не надо. А сейчас-то поставки, санкции, и цена взлетела. Помните, картошка долетела до 75, и все молчали. Посадили картошку, сейчас может быть до 30 рублей точно, а так была и 15, и 20 и тому подобное. То есть, а если каждый у себя в огороде, смысл какой? Мы их гранты им дадим, поощрение дадим им. Но понимаете, если сотни, тысячи, 10 тысяч подсобных хозяйств вырастет картошку, морковь, то и все, он не покупает, и у нас цена упадет. А для этого выплачиваем вот эти вот, их награждаем сертификатами, чтобы они пошли туда, в свой огород. Это, знаете, здорово. Далее совещание продолжает исполняющий обязанностями председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Собравшиеся заслушали доклад о ходе проведения в Ингушетии весеннего призыва в этом году и отбор граждан на военную службу по контракту. 20 человек, это 46,5 от задания, установленного на месяц. Есть люди, которые говорят, будут представлены у города Малгобека 2 человека, у Малгобекского района 5 человек и у Сунжинского района 4 человека. На сегодняшний день задание выполнили это город Магаз, город Назрань, город Сунжа. 60% это у нас выполнил Мазрановский район и 33% город Карбулак. Собравшиеся рассмотрели вопросы водоснабжения в период летнего сезона и готовность подвоза воды в случае поступления звонков от территориальных администраций. С докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Ахмед Лалахоев. По поставке воды через спецтехнику, автоспецтехнику. За прошедшую неделю по подвозу населению водовозами воды у нас всего поступило за неделю 8 заявок. Основные заявки это были Сунжинского района, по сельскому поселению Троицкое. Там часть местности, где жители сами построили водовод неправильно, где еще не были построены, туда подвозили воду. По Малгобекскому району всего за прошедшую неделю было 2 заявки. Это говорит о том, что
проблемы таких с водоснабжением у нас таких больших нет. В рамках повестки еженедельного совещания Кабинета министров рассмотрели 6 вопросов. По всем ключевым позициям даны соответствующие поручения. Рина Цичоева, Ахмед Парчиев, Магаз 24.